На База ТВ время новостей. В студии Рустам Зантария. Здравствуйте. Сегодня в выпуске. Четверым уже предложены места в правительстве республики. Названы имена 22 победителей конкурса «Команда Абхазии». Первый в истории абхазский школьник Нестор Тарба стал победителем престижной телеолимпиады «Умницы и умники». Депутат Резу Зантария о концепции первоочередных мер реорганизации системы госуправления. Начнем с конкурса. Названы имена 22 победителей конкурса «Команда Абхазии». Церемония награждения прошла 13 апреля в банкетном зале «Марьяж». В результате 3 конкурсных этапов из более чем 3000 заявителей победили 22 человека. Они проявили наилучшие качества руководителей и получили высший балл от жюри в ходе финального этапа. 2 финалистам, 1 победителю и руководителю конкурса Таращу Хагба предложены должности в составе нового правительства Абхазии. Подробнее Надежда Боровикова. Конкурс «Команда Абхазии», направленный на выявление и поддержку перспективных руководителей, стартовал 12 февраля. Заявки подали более 3000 человек. Спустя 2 месяца и 3 конкурсных этапа состоялось торжественное награждение победителей. Церемонию открыл президент Абхазии Бадра Гумба. Хочу отметить, кто бы ни вошел в 20 лучших, сегодня в этом зале не будет проигравших. Вы успешно прошли все его этапы, не побоялись вступить с профессионалами и успешными управленцами в состязание, на исход которого не влияют предыдущие заслуги, должности, где нет телефонного права, где не работают связи и другие способы обойти правила. Сила конкурса «Команда Абхазии» в его возможностях. Причем не только для победителей, но и для каждого из тех, кто стал финалистом. Повторюсь, вы нужны нашей стране, нам необходимы ваши идеи, энергия и профессионализм. И мы сделаем все, чтобы найти им достойное применение. Первый этап, состоявший из анкетирования, эссе и теста на анализ системного мышления, преодолел 591 конкурсант. Второй этап онлайн-тестирования на оценку управленческого потенциала прошли 345 человек. 86 из них, показавшие лучшие результаты, получили приглашение на 3-й этап, который проходил в Сухуме с 11 по 13 апреля. Финал – это не конец, финал – это только начало, потому что дальше вы либо вернетесь в свое прежнее место работы, либо вы получите карьерный рост, но в любом случае вы будете продолжать служить своей стране. И я вам хочу пожелать в этом успехов, не останавливайтесь на достигнутом, даже если сегодня вы не добьетесь той цели, которую вы перед собой поставили, нужно продолжать дерзать, продолжать пробовать, и я уверен, что вы добьетесь того результата, о котором мечтаете. Желаю вам успехов. В рамках финального этапа участники проходили командные и индивидуальные испытания, работали над разрешением разных ситуаций, возникающих в реальной жизни руководителей. Возможности участников оценивало экспертное жюри и члены наблюдательного совета. Я видел сегодня ваши глаза, видел обсуждение. Каждый из вас много вынесет из этого конкурса для своего дальнейшего роста, и, наверное, это самое важное. Я хочу сказать, что с разрешением Бадры Зурабовича, наверное, победители или какие-то другие финалисты конкурса могут претендовать не только на государственные должности в управлении страной, что, конечно, очень важно, но и бизнес, наверное, с удовольствием воспользуется итогами конкурса, чтобы и себе забрать лучших представителей. Изначально планировалось, что победителями конкурса станут 20 человек, но в ходе оценки финального этапа оказалось, что последние 5 участников в рейтинге набрали одинаковое количество баллов, поэтому победителей стало 22. Анжелика Вартикян, одна из 5 женщин, победивших в конкурсе, работает заместителем начальника одного из управлений Министерства экономики, а также является аспиранткой Института экономики и права. Каждый этап по-своему был интересен, потому что
даже те же тесты, которые изначально мы проходили, там вроде бы были простые вопросы, но чтобы ответить на них, приходилось задумываться. Безусловно, самый интересный этап был последний, когда мы попали в финал. Очень интересные были задания, разносторонние. Приходилось и представлять себя космонавтом, и, не знаю, директором какой-то там корпорации. То есть, да, были сложности, но в целом было очень интересно, познавательно, и, безусловно, я получила большой опыт. Впереди у победителей конкурса программа стажировок у лучших управленцев России и Абхазии и образовательная программа «Мастерское управление Сенеж». Но кому-то из финалистов и победителей президент Абхазии Бадра Гунба предложил должности сразу после церемонии награждения. Так, руководителю конкурса Тарашу Хагба предложена должность вице-премьера, курирующего направление молодежной политики. Финалисту Апсерту Цвижба – должность главы управления казначейства. Финалисту Баталу Мушба – должность министра энергетики и транспорта, а победителю Ятыру Ажиба – позиция руководителя аппарата Кабинета министров. Эти предложения стали полной неожиданностью для участников. Совершенный сюрприз. Я пришел вместе со всеми, со своим часть моего коллектива решила поучаствовать, просто поддержали, просто решили поиграть вместе, провести время. Некий тимворк, соответственно. А вот так вот получилось. 12 лет работаю в системе Министерства финансов. В данный момент исполняющий обязанности заместителя министра финансов. По специальности юрист, по первому образованию, по второму экономист. Я, честно, не могу пока ничего комментировать в этой области, потому что для меня это прям новость, и я даже не знаю, как на это реагировать. То есть я 12 лет проработал в структуре, в одной, я видел себя условно там, себя уже как-то проявил, и для меня это шок, положительный шок. Конкурс «Команда Абхазии» проводился по инициативе президента Бадры Гунба на базе российского конкурса «Лидеры России» и при непосредственной поддержке председателя наблюдательного совета, первого заместителя руководителя администрации президента России Сергея Кириенко. Надежда Боровикова, Сасрыку Агуха, Абаза ТВ. Внешняя политика. Замминистра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что Москва настроена на восстановление дипломатических отношений с Грузией. По его словам, Российская Федерация сожалеет, что Тбилиси, цитата, увязывает позицию по Абхазии и Южной Осетии. Решение Российской Федерации о признании суверенитета и независимости Абхазии и Южной Осетии, принятое в августе 2008-го, пересмотру не подлежит. Но мы готовы и далее всесторонне развивать взаимовыгодное сотрудничество с Грузией, сказал Галузин в интервью газете «Известия». При этом Россия остается приверженной формату международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье вне зависимости от их локации, заявил замглавы МИД России Галузин. Он подчеркнул, что на этих встречах Сухум, Цхинвал и Тбилиси ведут диалог напрямую, обсуждают возможные пути восстановления отношений с учетом реалий, сложившихся после 2008 года. Это важная площадка для диалога по безопасности в этом регионе в более широком контексте, выхода на юридически обязывающую договоренность, а не применения силы со стороны Грузии в отношении Абхазии и Южной Осетии, подчеркнул Галузин в интервью «Известия». В вооруженных силах Абхазии проводятся командно-штабные мобилизационные учения, сообщает пресс-служба Минобороны. Учения охватывают органы военного управления, вооруженных сил, соединения, части резерва, формирование территориальной обороны, комплектующие военные комиссариаты. Цель учений – боевое слаживание органов военного управления, повышение уровня полевой выучки личного состава, организация поставки личного состава и техники из запаса для выполнения задач по боевому предназначению. В ходе учений офицеры будут практиковаться в действиях по приему и распределению военнообязанных запаса, уточнению на местности решений командиров резервных формирований и подразделений. Печальная весть. Гражданин Абхазии Беслан Квициня погиб в зоне специальной военной операции. Его тело для погребения доставили в республику сотрудники МЧС, сообщили в ведомстве. Продолжаем выпуск. В парламентском комитете по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам рассмотрели законопроект о внесении изменения в статью 12 Закона об основах налоговой системы в республике. Документ предусматривает уменьшение действующего размера пени в случае задержки уплаты налоговых платежей в бюджеты бюджетной системы Абхазии с 0,3% неуплаченной суммы налога за каждый день просрочки платежа до 0,1%. По мнению авторов законопроекта, необходимость
изменения ставки пени за просрочку налоговых платежей обусловлено тем, что действующая в настоящее время ставка является экономически необоснованной и несоразмерной нарушенному обязательству, а также создает серьезную финансовую нагрузку на налогоплательщиков. 7 апреля в парламенте Абхазии в ходе комитетского заседания по экономической политике, реформам и информационным технологиям председатель комитета Резо Зантария провел презентацию концепции первоочередных мер по реорганизации системы госуправления республики, которые предусматривают в том числе сокращение количества министерств и ведомств с учетом рассмотрения силового блока отдельно. Наши корреспонденты решили раскрыть некоторые аспекты предложенной концепции. Слово Ради Чачава. Реформа по реорганизации управления государственной системы назрела давно, говорит депутат парламента, председатель Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям Резо Зантария. На прошедшем в недавнем времени заседании профильного комитета он представил презентацию, включившую в себя детальный план реформирования госуправления. На данном этапе предложения, как отметил Резо Зантария, носят рекомендательный характер. Помимо того, это же не созрело просто так, видение мое единоличное. Нет. Это видение то, которое я смог собрать с единомышленниками, да, общаясь с ними и получив от них не только согласие, да, а поддержку. Вот, что сегодня пришло время реформирования. За 30 лет сегодня исполнительная власть набрала такое количество штатного расписания, что для обслуживания, ключевое слово, да, для обслуживания 250 тысяч населения не нужен такой управленческий аппарат. Даже начиная с МВД, даже заканчивая электриком и врачом. Только нужно улучшить их эффективность и качество их труда. Вот что нужно сделать. Представленная реорганизация предполагает изменение самой структуры государственного управления, сокращение количества министерств и ведомств. Как следует из презентации, сохраняются 5 министерств по следующим сферам: экономика и развитие, инфраструктура, социальная политика, иностранные дела и силовой блок. В этом случае мы говорим, атрибутика министерства – это 1 министр, 2 заместителя, 3 секретаря, и пошло. Потом обязательно департамент, потом обязательно. А я говорю, убираем верхние слои, оставляем департамент, наделяем его прямое полномочие, и только остается 2 управления, если это в этом необходимо. Пишем ему обязательно так называемое штатное расписание, обязательно его инструкцию должностную и мотивацию его денежных средств. Помимо реформирования самой структуры госуправления, в презентации нашли отражение ряд необходимых реформ в ключевых ведомствах. Как я уже сказал, это в первую очередь в самой структуре так называемой государственной власти. Ну и дальше уже по министерствам или так называемым по ведомствам. Нужна глубокую реформу провести в налоговой службе. Серьезную реформу нужно провести в здравоохранении. Это первоочередная задача, где нужно максимально использовать имеющие средства в максимальную пользу сегодня наших граждан. В образовании нужно также сделать. Также нужно сделать в таможенных органах. Практически вот 5 ключевых так называемых сегодня ведомств или там, министерств, как его угодно называть. Вот что нужно делать. Предлагаемые меры, по словам Резо Зантария, основаны на опыте реорганизации и модернизации систем управления, используемых в России. Это, например, реорганизация губернаторского корпуса. В Аргентине примером может послужить известная модель оптимизации организационных структур ключевых ведомств по системе 5X и ряде иных стран. Для реализации реформы в Абхазии, как отметил Резо Зантария, необходимо использовать международный опыт и опыт стратегического партнера. На этом российские институты, именно реформирование, именно институты социологии и так далее, они получили колоссальный опыт, где могут дать хорошие, правильные рекомендации. Вот с этого нужно начать использовать именно их опыт. Мы, если будем поступательно, хорошо, глубоко изучать другие опыты стран, то сможем из этого извлечь то, что пригодится для нас и для нашего общества. На данный момент презентация концепции первоочередных мер по реорганизации системы государственного управления Абхазии носит исключительно рекомендательный характер и, по словам Резо Зантария, является итогом работы профильного комитета парламента. Рада Чачава, Торник Амичба, Абаза ТВ. В нашем эфире продолжается цикл советского кино, посвященного 80-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Сегодня на Абаза ТВ после выпуска новостей смотрите «Офицеры» — советский художественный полнометражный фильм, поставленный на киностудии имени Горького в 1971 году режиссером Владимиром Роговым. Премьера кинокартины в СССР состоялась 26 июля 1971 года. В прокате фильм собрал больше 53 миллионов зрителей. О фильме рассказывает Элеонора Гилаян. Этот фильм о судьбе двух друзей, пронесших свою дружбу через годы гражданской, Великой Отечественной войн. Офицеры Алексей Трофимов и Иван Варава, для которых честь, любовь, дружба – негромкие слова о суть их жизни. Инициатором создания фильма был тогдашний министр обороны СССР Андрей Гречко. Именно ему принадлежит та знаменитая фраза. А я вот, представьте, всю жизнь гордился своим делом. И отец моим гордился, и дед. Но другие богатством гордились или знатностью, а мы – профессией. А что это за профессия? Родину защищать. Есть такая профессия взводный. Когда маршал с женой увидел фильм, то узнал в Любе Трофимовой свою супругу. Половина моих орденов – ее. Гречко приказал малоизвестному на тот момент режиссеру Владимиру Роговому, кинодраматургу Кириллу Рапопорту и известному советскому писателю Борису Васильеву, чьи произведения в том числе и о Великой Отечественной войне неоднократно экранизировались, написать сценарий об офицерских женах. За основу сценария Борис Васильев взял свою пьесу «Танкисты», которую запрещали еще в 1954-м. Теперь он переработал ее, чтобы получились 2 серии фильма. Но и тут вмешались потусторонние силы. Наверху было велено сократить сценарий до 1 части. Васильев резать по-живому отказался и попросил друга. К концу 60-х Васильев и Рапопорт были ветеранами не только войны, но и кинематографа. Я пролетом. Уговорил летчика на полчаса завернуть к вам, повидаться. Да, чуть не забыл. Вот, Егору привез. Вы оттуда? Товарищ комбриг, не могу я больше! Прощайте, Любочка. Прощайте. Берегите себя! Прощайте. Любочка! У меня никого нет, кроме вас, слышите? Никого! И я хочу, чтобы вы знали об этом! Знали! Никого нет, кроме вас! И Алешки! Показ фильма прошел сначала на июльской премьере в кинотеатре «Россия» в полупустом зале. Время было неудачным, многие жители городов уехали в отпуск, в кино не ходили, поэтому показ не вызвал ажиотажа. Гречко убедил, чтобы понравившийся ему фильм показали Брежневу. Генсек пришел в полный восторг, и фильму устроили повторную премьеру. Уже осенью. Был аншлаг. Для миллионов зрителей с тех пор появились новые кумиры. Артисты Алина Покровская, Георгий Юматов и Василий Лановой. С тех пор ни один концерт, посвященный войне, не проходит без этой песни. От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь нам завещанный одним, мы в груди храним. Более правильного художественного произведения о защитниках Отечества не найти на российских просторах, уверены критики. Картина стала лидером проката, заняв в 1971 году первое место по посещаемости. «Офицеров» посмотрели 53 миллиона зрителей. В том же году читателями журнала «Советский экран» лента «Офицеры» была названа фильмом года, а Василий Лановой – лучшим актером. Фильм «Офицеры» в 1972 году был отмечен призом и дипломом кинофестиваля трудящихся Чехословакии. Занимает по посещаемости 31 место среди отечественных фильмов за всю историю советского кинопроката. Элеонора Гилаян, Абаза ТВ. В
12 апреля в офисе Московской абхазской диаспоры состоялся круглый стол, посвященный вопросам абхазоведческой науки в контексте российско-абхазского взаимодействия и сотрудничества. Модератором круглого стола выступил поэт и прозаик, драматург, историк, почетный доктор Академии наук Абхазии Денис Чачхалия. В круглом столе приняли участие председатель Ассоциации писателей Абхазии Владимир Зантария, директор Абхазского института гуманитарных исследований Арда Ашуба, главный научный сотрудник отдела литературы Абиги Василий Авицба, доцент кафедры стран постсоветского зарубежья Российского госгуманитарного университета Лариса Цвижба. Также в рамках круглого стола состоялась встреча с Сергеем Шаргуновым, депутатом Государственной Думы, членом Совета при президенте Российской Федерации по русскому языку, писателем, журналистом. Участники обсудили вопросы, касающиеся текущего состояния гуманитарной абхазоведческой науки и накопленного опыта сотрудничества и перспектив развития Абхазии и России в этом направлении. Люди и даты. Литературоведу, критику, публицисту, доценту кафедры абхазской литературы АГУ, кандидату педагогических наук Руслану Кабба 14 апреля исполнилось 90 лет. Он окончил абхазское отделение филологического факультета СГПИ имени Горького по специальности преподаватель абхазского языка и литературы, русского языка и литературы. С 1979 года преподает историю абхазской литературы в Абхазском госуниверситете, является доцентом АГУ с 1988 года. Научные работы Руслана Кабба в основном связаны с толкованием и оценкой литературных произведений с точки зрения современности. Союз писателей Абхазии поздравляет юбиляра и желает ему крепкого здоровья, долголетия и больших творческих успехов. Абхазский литературовед, критик, публицист Руслан Ханаевич Кабба родился 14 апреля 1935 года в селе Арасадзе Хачимчирского района. От имени ученого совета, ректората Абхазского госуниверситета, профессорско-преподавательского состава и студентов филологического факультета юбиляра поздравил ректор АГУ академик Алеко Гварамия. Без малого 70 лет вы отдали науке и образованию, внесли весомый вклад в развитие абхазской литературной критики и воспитания национальных кадров. Вы являетесь автором сотни научных литературно-публицистических статей и очерков по абхазской литературе и критике. Несмотря на свой почтенный возраст, вы по сей день неустанно служите абхазской литературе и абхазской науке, отмечается в поздравлении. Ректор пожелал юбиляру доброго здоровья, отличного настроения, неиссякаемой жизненной энергии и долгих лет жизни. Члены кафедры абхазской литературы во главе с ее заведующей Дианой Аджинджал пришли домой к Руслану Ханаевичу поздравить с юбилеем. Литература обчарах шашреев, шхагм ха танца сихот, а университета кафедра че винишь же башукса не нарехана ус юит, шджаба зипсозы гяхдырует, еще кто харех зыкацом хаташим цанаха дара зебзи шахбот, еще шамакяны рацоб, аншейчины Макяна шкала маусаует. Алеко Алексей-па асас чаимаз изайт Москванпи урдер пыла ракухайт уйоб тхацны дзымаз, аха юниш жебанызык убра шарашкартачка ачей колот ашук скорхыпхеза ракудзыма уйипстазара зруа. Уи ипстазараҿы иҟаиҵаз иџьабаалц шәақәа ахьынӡаҳаракуа, ахьынӡаду абриоуп акрызҵазкуа. Убри аганахьала Руслан Хунеи-иԥа ҳаԥсуа доуҳатә культура, ҳлитература, ҳакритикаҿы ҳәарада, илагала ахәашьара даараӡа иуадаҩуп. Ҽаанбзиала, ҽаанбзиала, гәабзиара, хабзиара, ԥсҭазаара бзиара, аманшәалара. Колко стакала его деснехало туирам агобзера, утакрала обзела. О, лапшаха. Крамта, обснелагом зад, обзером зад, загибзела абот и удырует. Само бы люди согнукалось, все, а где совсем ухча. Само бы люди загобзера, обзела, загибзела, у коллектива говорил, обзела, и сагибзела, как это. Само бы, а люди все идут за обзела.
Что хазата гобзер да су хата писазарда су пусаки писата яйра агбоксара сегиро апсы яйра гобсы апепш зе забеду рабхашко писазат агбоксер писазат якобсы забзер дузету. Абхазия начала сотрудничать с проектом «Флагманы образования» платформы «Россия – страна возможностей». В церемонии открытия 5-го сезона проекта принял участие исполняющий обязанности главы ведомства Инал Габле. Он отметил, что проект очень интересен для Абхазии, которая в партнерстве с Россией регулярно организует мероприятия по повышению квалификации учителей. Планируется, что республика сможет перенять лучшие практики флагманов образования. Для нас это новая возможность предоставить педагогам площадку для самореализации, для учебы, для взаимодействия с коллегами из Российской Федерации, подчеркнул Габле. Первый в истории абхазский школьник Нестор Тарба стал победителем престижной телеолимпиады «Умницы и умники». Как решение просто попробовать привело к золотой медали. В репортаже Заура Кварче. Нестор Тарба, город Сухум, Республика Абхазия. «Умницы и умники» – одна из самых престижных телевизионных гуманитарных олимпиад России. Она проводится с 1992 года, и ее победители получают право без вступительных экзаменов поступить в ведущие вузы Российской Федерации. Сухумский школьник Нестор Тарба стал первым представителем Абхазии, который завоевал золотую медаль в телеолимпиаде. Его путь к победе начался почти год назад с простого школьного объявления. Все началось, получается, в 10 классе, под конец 10 класса. Это был март 2004 года, и тогда нам по школе говорили о том, что у нас по всей стране проходят отборочные испытания на телеолимпиаду «Умницы и умники». И в тот момент, когда учительница собирала списки, она и в моем классе спросила, кто хочет. И я тогда потянул руку, я думал, ну, можно попробовать. Такое вот просто попробовать обернулось победой в одной из самых интеллектуальных телевизионных программ. Отборочные этапы, тесты, эссе, собеседования. Потом месяцы подготовки и десятки прочитанных книг. По времени в среднем в день я старался читать от 5 часов, потому что у меня была цель, вот книга на 300 страниц, я должен ее прочитать за 2 дня. И у меня за месяц получилось где-то больше 10 книг прочитать за весь март. А с подготовкой были 2 человека, победительница 31-го сезона и победитель 32-го сезона. Вот я с ними был на связи, они мне давали свои некоторые советы, и я старался их использовать. И, конечно, в первую очередь вот, люди, которые с тобой всегда рядом, это моя семья, мама, сестра и мои друзья, близкие люди, которые... Может, тебе не какие-то толковые советы дают именно как готовиться, а вот они именно с тобой душой. То есть они за меня болели, они меня поддерживали всей своей душой. За кулисами финала волнение, тревога, напряжение. Но все это растворилось в один момент, когда ему задали первый вопрос. Я сел на свое место, и затем проходит чуть времени, и у меня спрашивают вопрос самому первому на трибунах. И я понимаю, что вот сейчас, я сейчас отвечу, я могу выиграть. И я отвечаю. И в этот момент это, пусть и все аплодируют, но я чувствую тихий триумф, потому что мои ребята, которые за меня там болели, они все на меня смотрят, за меня радуются, а я сижу и понимаю, что вот она, своего рода победа. Одними из первых хорошую новость узнали в Сухумской школе номер 2 имени Александра Сергеевича Пушкина, где юный победитель учится с младших классов. Победа Нестора стала настоящим событием для его родной школы. Нестор Тарба учится у нас с 5 класса. С 5 класса он показал себя как очень ответственным учеником, очень коммуникабельный. Мы, конечно, очень гордимся. Мы сразу всем сообщили. Когда уезжал, знаете, лично у меня было чувство, что он победит. Он был нацелен на победу. И, конечно, в ту же минуту, буквально он еще из студии не вышел, мы уже знали, что он победил. В общем, весь педагогический коллектив, все дети, одноклассники его просто ликовали.
Учителя Нестора вспоминают, он всегда был не просто способным, а инициативным. Читал, задавал вопросы, искал больше, чем требовалось. Он отличался от своих друзей, от своей собранностью, аккуратностью. Он выполнял задания, то, что учителя ему давали. Он всегда приходил на урок подготовленный. На все вопросы он мог ответить. Видно было, что ребенок любознательный, развивает себя во всех отношениях, читает много. Это заметно, когда ты общаешься с ними. На всех олимпиадах, на всех конкурсах всегда сам первый проявляет инициативу, просит: запишите меня, я буду участвовать. Он все буквально успевает, я даже не знаю, как он с этим справляется. И даже если он где-то когда-то пропускает школу, когда он придет, он всегда готов, он всегда хочет ответить, он всегда хочет в чем-то поучаствовать и всегда ищет, где найти новую информацию, где получить новые знания. Тема финального этапа «Защитники Отечества». Огромный материал, охватывающий историю с древнейших времен. Но именно в этом объеме Нестор нашел вдохновение. Когда, допустим, я готовился к последней теме на финал, меня очень восхитила личность Александра Суворова, его упорство и то, что он концентрировался именно на своих делах. Допустим, на дворцовые игры или интриги он не обращал внимания. Он шел и занимался именно своей целью. Честно, меня это очень восхитило, и вот когда первым я начал изучать именно его, и вот при подготовке на финал он своего рода стал такой вот фигурой, на которую нужно равняться. Теперь он студент МГИМО, его имя уже в базе данных. Факультет «Международные отношения». Его новая цель – дипломатия. Сейчас я скорее вижу себя как человеком, который, своего рода как дипломат, который может с тем поговорить, с тем договориться, тому помочь, дать какой-нибудь совет. И я вижу себя в сфере помощи людям, которые окружают меня, то есть обществу. Цель, можно так сказать, попасть в МИД, то есть Министерство иностранных дел. Сегодня имя Нестора Тарба – символ первой победы Абхазии в телеолимпиаде. Но, как говорит он сам, далеко не последний. А для тех, кто только начинает, у него есть слова простые, но важные. Вот, наверное, ребятам, которые сейчас в 10, в 9 классе, может, в 11 классе, вы сейчас, наверное, можете о многом думать, многое представлять себе. Если у вас есть какие-то желания внутри себя, цели, просто ничего не бойтесь и думайте о том, как их воплотить. Потому что я уверен, что тот, кто идет к своей цели, он всегда ее достигнет. Победа Нестора первая для Абхазии, но точно не последняя. Его пример – доказательство того, что упорство, любознательность и вера в себя действительно меняют судьбу. Заур Кварча, Торник Амичба, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ. Культура. Концерт джаз-оркестра Георгия Гороняна с участием заслуженной артистки России Марины Девятовой пройдет 24 апреля в Госфилармонии. Выступление, славящееся музыкальным вкусом и традициями Абхазии, это особое ответственное событие в жизни коллектива, отмечается в релизе оркестра. Для жителей и гостей республики подготовлена программа, позволяющая ощутить аромат классического американского джаза и прекрасной советской музыки в уникальных аранжировках автора учебника-бестселлера «Основы эстрадной и джазовой аранжировки» Георгия Гороняна в исполнении созданного им джаз-оркестра. Концерт состоится в рамках проекта «Обменные культурные мероприятия России и Абхазии». О спорте стали известны победители открытого республиканского детского шахматного рейтингового турнира «Алашра. Молодые надежды», который прошел в Сухуми 12 апреля. Победителями возрастной категории до 8 лет стали Николай Лазба и Александра Кургулия – 1 место, Иснат Агарба и Ева Азнаурян – 2 место, Сандро Катиба и Соломея Хонзе – 3 место. До 6 лет Марк Назаренко и Дея Лакербая – 1 место, Леон Айба – 2, Максим Арестава – 3 место. Все призеры были награждены кубками, медалями, грамотами и денежными призами. Турнир «Алашра. Молодые надежды» прошел при поддержке Госкомспорта, Управления по делам молодежи и спорта администрации столицы и Федерации шахмат Абхазии. Сейчас о погоде.
Во вторник, 15 апреля, в республике ожидается пасмурная погода. Ночью и утром преимущественно без осадков. Днем ближе к вечеру дождь, туман. Атмосферное давление нестабильное. Ветер слабый и умеренный. Температура воздуха ночью от 3 до 8, днем от 6 до 11 градусов. Температура морской воды 12 градусов. Волнение морской воды умеренное и значительное. Относительная влажность воздуха от 70 до 90%. На этом выпуск завершен. За развитием событий следите вместе с нами. До новых встреч в эфире.